Коми зафиксировали рост численности лисиц. В 2023-м их насчитали почти 6300 особей. Это на 500 больше, чем в прошлом году. Причем все чаще этих хищников встречают за полярным кругом. Причина – потепления. Жители Коми активно делятся видеовстречами с такими попрошайками. В отличие от волков, они намного коммуникабельнее. Вот только и с серыми, и с рыжими все же не стоит вступать в контакты, говорят ученые. Как сегодня у жителей Коми складывается диалог с лесными гостями, узнала Виктория Палкина. Эй, лиса, ты куда идешь? Вот только непонятно, кого испугалась эта лесная гостья. То ли человека, то ли лошадей. А этот рыжий дуэт оказался куда смелее. И поиграли, и перекусили. Такую активность лис ученые объясняют просто. Идет подготовка к зиме. В среднем перед холодами этим хищникам нужно увеличить массу примерно на треть. А рядом с человеком всегда есть доступная еда. Те же свалки, например. Да и сами люди зачастую не прочь угостить милых попрошаек. В Краткеросском селе Нившера и лисицы, и волки – постоянные гости. И если от рыжих визитеров проблем нет, то серые хищники уже наделали шума. У участников собак таскают. И единственное, что люди боятся ходить потом ночью. Нам же надо идти в 4 часа утра на ферму дояркам. И, конечно, да, угроза есть. В Нёбдино этой осенью волков еще не видели. Говорят, все потому, что волчья тропа не готова. Так здесь называют ручей. Течет он рядом с местным сельхозпредприятием. А потому, как только аграрии узнают о лесных гостях, сразу принимают меры. Здесь, по рассказам местных жителей, по их наблюдениям, приходят в село волки. То есть они поднимаются, очевидно, с реки, с другого берега и доставляют неудобства, в том числе нашим работникам. Где-то вот начиная с февраля, с января месяца замечают следы волчьи. Вот, и мы даже своих работников на утреннюю дойку доярочек возим на своей машине, на рабочей машине к месту работы, чтобы избежать встречи с волками. Тракторист Евгений Каракчиев живет в Умане. Собаку держит в вольере. К встрече с лисами и волками относятся спокойно. Соседи как-никак, пусть и немного диковатые. Некоторые говорят, вот волка видели или там собаку утащили. Мне видели и что потом. А куда от них деться-то? Все равно же им не заставишь там прийти или уйти. Захотят, придут. Правила поведения при встрече с дикими животными селяне знают хорошо, а вот горожане обычно забывают про них. Так, 7 лет назад встреча с песцом закончилась трагедией для жителя Воркуты. После укуса мужчина заразился бешенством. Спасти вахтовика медикам не удалось. К слову, если дикие животные тянутся к людям, это один из показателей того, что они болеют. А потому пытаться прикормить или даже погладить, пусть и милого лесного зверька, все же не стоит. Уходи. Уходи. Виктория Палкина, Павел Люленмин, телеканал Юрган.